Жители республики проверили себя на грамотность. Во Владикавказе состоялся тотальный диктант. Наш город участвует в акции по написанию масштабного диктанта уже в 4-й раз. За партами представители совершенно разных поколений. В этом году контрольным текстом стало произведение писателя и литературоведа Евгения Водолазкина «Волшебный фонарь». Диктором на площадке СОГУ и председателем экспертной комиссии тотального диктанта во Владикавказе в этом году стал доктор филологических наук, сотрудник Владикавказского научного центра РАН, писатель Ирлан Сергеевич Хугаев. Проверять работы, написанные жителями нашей республики, будут студенты и преподаватели филфака СОГУ, а результаты тотального диктанта станут известны 24 мая, в День славянской письменности. Я пенсионер. А почему решил? Потому что когда-то был грамотный, когда-то школу золотой медалью кончил, когда-то время шло, и я решил, что я попробую себя вместе с молодежью. В Северной Осетии нет завода по утилизации биологических отходов. В 3 районах республики есть так называемые биотермические ямы, но они не решают всей проблемы, а потому вопрос на сегодняшний день остается открытым. Об этом говорили на заседании профильной правительственной комиссии. В республике принята программа, в рамках которой до 2018 года планируется приобретение мобильной кремационной печи. Также участники дискуссии обсудили вопрос о ситуации с африканской чумой свиней на территории Осетии. О том, что делается в этом направлении, говорил руководитель управления ветеринарии республики Тамерлан Куроев. На сегодняшний день все мероприятия, о которых мы прозвучали в докладе, они проводятся с всеми соответствующими структурами. И я в докладе своем сказал об этом дополнительно, что в этом году нам уже по финансированию по африканской чуме свиней было выделено 610 тысяч. Эти финансовые средства были направлены для приобретения дезинфицирующих средств и инструментария ветеринарного. Проблемы и перспективы главной футбольной команды республики обсудили на круглом столе, который прошел на стадионе «Спартак». На встрече присутствовали представители команды, журналисты и болельщики. Начали разговор с последних успехов Алании. Команда сейчас в неплохой форме. Затем перешли к делам насущным, финансовым. Годовой бюджет клуба составляет 25 миллионов рублей, но ни для кого не секрет, что подобная сумма не позволит барсам ставить какие-либо задачи. Команда существует в режиме жесткой экономии, рассматриваются разные варианты привлечения внебюджетных источников. Структура клуба, несмотря на сложившуюся ситуацию и огромные финансовые сложности, самая прозрачная в чемпионате России. Все расходы и доходы видны как на ладони. Также руководство команды хотело бы тесно сотрудничать с болельщиками и вместе решать многие вопросы. Для нас это очень важно, именно насчет своих качеств, индивидуальных способностей игроков, привить такой стиль игры, который бы отличал нас правильным, так скажем, футболом с точки зрения возможностей каждого из игроков, и каждый должен футболист постараться свои лучшие качества показать именно, так сказать, в командной игре. В этом смысле у нас, я считаю, что достаточно хорошо все получилось. У нас предстоят еще впереди много матчей, где мы должны каждый день, каждый тур доказывать то, что мы становимся лучше, сильнее. Вот это вот наша задача. Во Владикавказе впервые прошел вечер тротуарной астрономии. Увидеть планеты и звезды и прикоснуться к тайнам Вселенной рядовым жителям города помог астроном-любитель Валерий Сабанов. Около 2 лет назад, после просмотра фильма «Чудеса Вселенной», студент медакадемии увлекся небом. Стал читать учебную литературу, а вскоре решил заказать детали и телескоп по схеме Ньютона. Это удовольствие обошлось астроному недешево, но результат того стоил. Те счастливчики, кому довелось увидеть звезды в масштабе, получили незабываемые ощущения. Несколько месяцев назад со мной связались ребята из центра Арвайден и предложили мне проводить курс лекций и мастер-классов по астрономии. И сейчас уже порядка 2 месяцев мы проводим лекции по астрономии, я провожу лекции по астрономии, то есть где мы рассматриваем различные вопросы и законы движения тела во Вселенной, и даже планируем выезды и мастер-классы. В Северной Осетии определились самые умные и сообразительные ребята. Завершился очередной уже 14-й чемпионат интеллектуальной игры Brain Ring. Сезон стартовал еще осенью. В играх приняли участие почти 3 десятка команд. Все это время со всеми эрудитами занимались педагоги. Для ребят проводили специальные тренинги.
В финалах двух возрастных категорий в борьбе за первое место сошлись по 4 команды. Решающая битва у школьников завершилась разгромной победой сборной 5-й гимназии «Флейм», а в молодежной лиге победу одержали студенты СОГУ, оставив второе место сборной педагогического института. Лучшие команды регионального этапа представят Северную Осетию на федеральных интеллектуальных состязаниях. Радость всепоглощающая, каждой клеточкой тела чувствуется радость, что мы шли к этому целый год, и я каждую игру боялась, что мы вылетим, что мы не дойдем до финала, что будет момент на вопрос, который мы не сможем ответить. Но мы тут, мы на финале, и мы выиграли. Thank you.